шырқалсын ән ұраным, жүрекке сақтағаным. Әрдайым ел үшін жеңіспенен намысын асқақ арым. Елім деп мақтанамын, желбіреп көк туым, шырқалсын ән ұраным, жүрекке сақтағаным. Әрдайым ел үшін жеңіспенен намысын асқақ арым. Под голубым флагом сила и отвага, и до победного гонга осталось недолго. Елім деп мақтанамын, желбіреп көк туым, шырқалсын ән ұраным, жүрекке сақтағаным. Әрдайым ел үшін жеңіспенен намысын асқақ арым. Я горжусь своей страной, вот все одни из лучших, одни из самых бьющих. И она смешает земной. Знает, Казахстан позиции не сдает и не отступает. Ну и погода. Еще лед как из ведра. На посту не разговаривают. Ой, да ладно. Сейчас как будто кто-нибудь выпрыгнет и нападет на нас. Кому мы здесь нужны? Ты мне лучше скажи, как в этот недавно с той девчонкой со столовой что-нибудь получилось? Кое-что было, но это тебе не касается. Да ладно, что-то было, походу. Только не хочешь говорить. Да ладно, колись. Ладно, ты стой здесь, я пойду там проверю. Есть. Вот клоун. Аж если... Все? Все. О, 2-1. Да пошел ты, работаем. Давай, Коля. О, дос, қалайсың? Қалай бауырым, нарядтасың ба? Иә, сол баяғы наряд қой. Қай жерден боласың? Алматыдан боламын ғой. Сен қай жерден боласың? Шымкент. Ауа райы жақсы Шымкентте. Айтпа. Көріп тұрсың ғой Алматыдан. Нарядтан кейін қыздарға бару керек еді. Айтпа.
Ты что творишь? Сказано ж, без шума. Комбат нас на ремни парит. Да знаю. Давай исправляй. Боец ко мне. Заложник здесь. Здравия желаю, господин генерал. Вы освобождены. А как вы собираетесь выводить меня отсюда? Здесь 20 человек охраны. Уже ваше. Уже двое. И то убежали. Молодцы. Позвольте. За проявленное мужество и воинскую доблесть при выполнении боевой задачи. А ты, однако, Берку толстый стал. На целую минуту опоздал. Командир, может быть, ему кросс прописать для похудения? В следующий раз поменяемся. Разговорчики. Также в распоряжение части поступает автомобиль УАЗ «Патриот», который был Беркут, а тебя действительно слишком хорошо кормят. Отставить смех. В общем, генерал приезжает в расположение части, ну, проверка там. Везде проверил, ну, все хорошо, все отлично. Идет и на плацу, прикинь, окурок лежит. Ну, грозным видом, бабам, короче, чей окурок? Короче. Ну, все там зашебуршали, забегали, короче. Здесь один этот самый слоняра такой выбегает. Товарищ генерал, говорит, ничей, можете курить. Вот, кстати, тоже прикол. Вот чем отличается десантника от сапера? Господа офицеры. Вольно.
Что, господа спецназовцы, расслабились? Беркут, что за суета с часовыми? Ну, задание вроде бы как выполнено. Все было сделано по плану. Ты командир роты спецназа, а ведешь себя как мальчишка. Задача была скрытно проникнуть в расположение противника и тихо, без шума, захватить штаб. Серик, ты куда смотрел? Командир, красиво же сработали все равно. Мы в армии служим не для красоты. Вы ДШБ спецназ, элита. И слово «приказ» пока никто не отменял в армии. Короче, вы меня подвели. Виноватый, гвардии майор. И чем же отличается десантник от сапера? Ну, так траектория полета. Как-то так. Алиюша. О, привет. А ты что-то поздно на кухне. Что-нибудь случилось? Да, случилось. Алибек. Что он опять натворил? Его отчислили из института. Я тебе говорил, что эти его ночные гуляния до добра не доведут. А ты сама не хотела, чтобы он в военное училище поступил. Булат, ну ты же знаешь, это он после смерти отца с катушек сорвался. Ну ему было-то всего 10 лет. Ой, я даже не знаю, что с ним делать. Булат, поговори с ним. Хорошо. А где он? Да где он может быть? В бильярдной? Со своими друзьями? Он там все вечера пропадает. Я только переоденусь. Как деньги считать? Это мы и так умеем. Так что, Аликеша, не парься. Все нормально будет. Не скажи. Обидно, наверное, с 3-го курса вылетать. Да и родаки, наверное, его ждут. Чтобы пистон ставить. Да никто меня не ждет. Так что вставлять некому. Слушай, вы долго будете играть? Я состарюсь сейчас уже. Надо поговорить. Че пришел мне мораль читать? Иди своим солдатам мораль читай. Ты не заводись. Я тебя не ругать пришел. Пошли отойдем. Поговорим. Ну говори здесь. У меня от пацанов нет секретов. Ну ладно, как скажешь. Я позвонил в институт, тебя восстановят. Только надо сессию пересдать. Не буду ничего пересдавать. Если б хотел бы, давно пересдал бы. А что ты хочешь? Всю жизнь вот так веселиться, бильярд играть? Ты о маме подумал? Ты у нее есть, ты и думай. А меня не надо учить, я не маленький мальчик. Так, короче, вещи свои взял и бегом за мной. А то что, ударишь меня? Давай, ударь! Сопляк. Такие, как ты, за свою родину под танк бросаются. А ты хочешь всю жизнь на чужом горбу кататься?
Не позволю. Ты мне не отец. Убери руки, я тебе говорю, ты мне не отец. А нянька мне не нужен. Достал. Алибек! А ну стоять! Решал, болец! Стоять, я сказал! Все нет, внимание. Ты в порядке? Телефон есть? Ага. Скорую вызывай. Что ты себе позволяешь, гвардии майор? Вы что, поаккуратнее не могли? Да ты скажи честно, пьяный был? Никак нет, господин гвардии генерал. Тогда вообще непонятно. Ты пойми, заявление на тебя, пятно на всю бригаду ляжет. Ну скажи, что мне с тобой делать, а? Готов понести наказание по всей строгости. Знаю, что ты всегда готов. И получишь по всей строгости. Между прочим, 5 светит. Да. Я что, убил кого-то? Да ты себя чуть не убил, гвардии майор. Ну, блестящий офицер. У начальства на хорошем счету. Без 5 минут подполковник. А поперся шантропе, руки-ноги ломать. Понимаю. Девочку обидели. Да я бы им тоже башку поломал бы. Ну нахрена ты полицию ждать остался, а? Ну скажи мне!
Ладно. Расслабься. Решил я твою проблему. Как? Молча. Спасибо, господин генерал. Да ладно. Есть одна проблемная часть. И эти проблемы надо решать. А решать придется тебе. Есть. И очень быстро. 3 дня на сборы. Как 3 дня? А вот так. Пока ты будешь решать наши проблемы там, я решу твои проблемы здесь. Но, господин генерал... Отставить споры. Не подведи. Ну что мы там будем делать, а? Ну там же степь. Ну кого я, мастер, универсал, там буду стричь? Ты подумал? Баранов, да? Или солдат твоих? Алиюш, ты не перегибай палку. Там целый военный городок. Живет много народу. А тем более, когда узнают, что к ним приезжает такой мастер, как ты, у тебя будет очередь на полгода. О, прям уж. Скажешь, что ж. Стоп. Я что-то вообще не понимаю, мы что, переезжаем? Мам, почему проблемы Булата вечно касаются меня? Ему надо, пусть переезжает сам. Я вообще буду у пацанов жить. Ну, сынок, как ты не понимаешь, во-первых, мы семья. А во-вторых, нам очень нужна будет твоя помощь. Ну а в-третьих, если ты поедешь с нами, я отдам тебе свою машину. Если, конечно, Булат не против. Я не против. До 30 декабря продлится выставка, организованная Союзом художников Казахстана. Господин гвардии майор, разрешите обратиться? Что тебе, Тайсон? У нас ЧП. Махажанов! Я без оружия. Ты не видишь, куда нас твой любимый везет? В деревню какую-то. Поганая армия. Мужики, я не хочу больше этим заниматься. Неправильный ответ. Он тот, кто выполняет приказы. А я ничьих приказов не собираюсь выполнять. Я свободный человек. Начальник штаба части майор Абенов. Гвардия майор Исенов. Здравия желаю. А вы, собственно, кто? Я? Я Разия. А мой муж Кайсар работает здесь начальником штаба. И живем мы по соседству. Разрешите представить майор Панов. А это, как вы поняли уже, наш новый командир части, гвардии майор Исенов. Прибыл решать наши проблемы. Желбіреп көктем шырқалсын ән ұраным жүрекке сақтағанам әрдайым ел үшін жеңіспенен намысым асқақ арым елім деп мақтанамын желбіреп көктем шырқалсын ән ұраным жүрекке сақтағанам әрдайым ел үшін жеңіспенен намысым асқақ арым под голубым флагом сила и отвага, и до победного гонга осталось недолго.
Шырқалсын ән ұраным жүрекке сақтағаным әрдайым ел үшін жеңіс пенен намысым асқақ арым